Уважаемый Сердар Гурбангулевич, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете именно в нашу страну. Это лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений. Действительно, благодаря вашему предшественнику на этом высоком посту, Гурбангулевичу, мы продвинули наше взаимодействие на действительно стратегический уровень. Сегодня подпишем тоже очень важный документ, касающийся развития наших отношений. Но хотел бы отметить, что за пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился на 10 с небольшим процентов. Зато сегодня, несмотря на все внешние сложности, за первый квартал увеличение больше 40%. И это очень серьезное движение вперед. Мы совсем недавно отметили юбилейные даты, в том числе 30-летие подписания дипломатических отношений. Развиваем отношения по всем направлениям. И мне очень приятно отметить, что они действительно не формально, а по сути являются стратегическими. Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать. И, конечно, в самом начале хочу вас попросить передать все самые наилучшие пожелания предыдущему президенту, моему хорошему и доброму другу, с пожеланиями ему новых успехов и здоровья, естественно. Большое спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего, хотел бы выразить вам свою признательность за ваше приглашение посетить Российскую Федерацию. Это мой первый визит в качестве президента Туркменистана в Российскую Федерацию. Также, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас и в вашем лице весь российский народ с наступающим Днем России и пожелать мира, благополучия и процветания. Уважаемый Владимир Владимирович, в этом году, как вы правильно отметили, отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией. За эти годы отношения между нашими странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Также хотел бы отметить, что в этом году мы отмечаем 20-летие подписания в Ашхабаде договора о дружбе и сотрудничестве между Туркменистаном и Российской Федерацией. Этот документ стал важной вехой в истории отношений наших государств и способствовал развитию туркмено-российских отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и учете интересов друг друга. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, с этими юбилейными датами, а также выразить вам свою благодарность за ваш личный вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией. Большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Уважаемый Гурбангулы Меликулич Бердымухамедов также передал вам большой привет. Хотел бы передать вам. Спасибо большое. Спасибо. Ну, в рамках вашего визита работа большая проводится. Я знаю, встречались министры, вице-премьеры. Так что это, как обычно бывает, когда происходит визит на высоком уровне, на высшем уровне. Все коллеги собираются, активно работают и уверен, что кроме подписываемой нами сегодня декларации, весь этот комплекс работы совместный, он, конечно, пойдет на пользу развитию наших отношений. Спасибо большое. Подписываемой нами сегодня декларации, весь этот комплекс работы совместный, он, конечно, пойдет на пользу развитию наших отношений. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы отметить, что Туркменистан и Российская Федерация имеют высокий уровень политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве. На сегодняшний день между Туркменистаном и Российской Федерацией подписано 288 международных документов. Базовыми документами являются договор о дружбе и сотрудничестве, также договор о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Российской Федерацией. Говоря о торгово-экономических отношениях, хотел бы отметить, что Российская Федерация является одним из крупных торговых партнеров Туркменистана. Экономическое сотрудничество касается не только энергетики,
но и промышленности, транспорта, инфраструктурного строительства и других сфер. Также сегодня Туркменистан не только закупает большое количество автомобильной, морской и авиационной техники из Российской Федерации, но и, конечно же, представляет возможность российским компаниям активно принимать участие в реализации экономических проектов на территории нашей страны. Также я хотел бы отметить, что одним из основных направлений двустороннего сотрудничества также является совместная деятельность в культурно-гуманитарной области. Прежде всего, это касается образования, культуры и здравоохранения. Важное место в двустороннем сотрудничестве занимает также и партнерские связи с регионами Российской Федерации. Хотел бы отметить успешное сотрудничество с Республикой Татарстан, Санкт-Петербургом, Астраханской областью и другими регионами Российской Федерации. Также одним из основных направлений двустороннего сотрудничества являются межпарламентские связи. Установились хорошие контакты между депутатами Меджлиса Туркменистана и членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы. Также хотел бы отметить успешное проведение первого межпарламентского форума и диалога женщин стран Центральной Азии и Российской Федерации, которые состоялись 12 и 13 мая этого года в Ашхабаде. Предоставил хорошую возможность для установления более тесного сотрудничества между законодательными органами наших стран. Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз хотел бы отметить, что Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству Российской Федерации. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для вас время. И еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо. Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением. Уважаемые друзья, коллеги, дамы и господа, мы с большим удовольствием принимаем господина Бердымухамедова, который находится в России со своим первым официальным зарубежным визитом в качестве президента Туркменистана. И прежде всего хотел бы вручить вам, уважаемый Сардар Гурбангулиевич, российскую государственную награду, орден Дружбы. Как сейчас во главе государства, так и до избрания на пост президента вы последовательно выступали и выступаете за развитие дружественных, по-настоящему тесных партнерских отношений с Россией. На различных государственных должностях лично участвовали в подготовке и реализации ряда совместных инициатив и важных соглашений. Будучи сопредседателем межправительственной российско-туркменской комиссии, активно занимались практическими вопросами продвижения двусторонних торгово-экономических связей. Поздравляю вас с этой наградой и желаю вам дальнейших успехов на посту президента на благо устойчивого и стабильного развития Туркменистана, обеспечения благополучия граждан вашей страны. Указом президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном орденом Дружбы награжден Бердымухамедов Сердар Гурбангулиевич, президент Туркменистана. Уважаемый Владимир Владимирович, для меня большая честь принять эту высокую награду. Эту высокую награду я воспринимаю как знак уважения к Туркменистану, опираясь на прочный фундамент дружбы, добрососедства, глубокие исторические связи. Туркменистан и Российская Федерация последовательно укрепляют свои двусторонние отношения, уверенно строят совместные планы и программы сотрудничества в экономике, в энергетике, транспорте, промышленности, в сельском хозяйстве и по многим другим направлениям. В своих отношениях Туркменистан и Российская Федерация видят ясные цели и готовы к их достижению. Для этого у нас есть все возможности.
Уважаемый Владимир Владимирович, пусть эта высокая награда станет еще одним символом нерушимости нашего стратегического партнерства, дружбы, добрососедства и сотрудничества двух наших народов и государств. Спасибо большое еще раз за эту высокую награду. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Уважаемые дамы и господа, коллеги, наши с Сердаром Гурбангулиевичем переговоры были весьма содержательными, прошли в деловой, дружеской атмосфере, подчеркнули подлинно партнерский и взаимовыгодный характер сотрудничества между Россией и Туркменистаном. Нынешний год знаменательный для российско-туркменских отношений. В апреле исполнилось 30 лет установления дипломатических связей, а также 20 лет со дня подписания основополагающего договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о дружбе и сотрудничестве, который служит прочным фундаментом для всего комплекса многопланового взаимодействия наших стран. В подписанной нами только что декларации об углублении стратегического партнерства зафиксированы приоритеты совместной работы на перспективу в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную. Отмечу, что Россия является одним из главных экономических партнеров Туркменистана. В прошлом году двухсторонний товарооборот составил 865 миллионов долларов, а уже по итогам первого квартала текущего года взаимная торговля поднялась еще на 45%. Над диверсификацией товарных и инвестиционных обменов и инвестиционных возможностей, диверсификацией возможностей по этому направлению продуктивно работает межправкомиссия, Российско-Туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству. Не так давно Ашхабад посетил ее российский сопредседатель для обсуждения перспективных совместных проектов и расширения практики использования национальных валют во взаиморасчетах двух стран. Одной из ключевых отраслей двустороннего партнерства традиционно является энергетика. И энергетической тематике мы уделили сегодня особое внимание. С обеих сторон была высказана заинтересованность в установлении взаимодействия по линии профильных ведомств России и Туркменистана в поддержке инициатив деловых кругов, которые нацелены на продолжение реализации взаимовыгодных начинаний. Упомяну, в частности, что «Газпром» сотрудничает с концерном «Туркменгаз» по организации экспорта газа из Туркменистана в рамках долгосрочного контракта, предусматривающего возможность закупок России газа в Туркменистане. «Лукойл» ведет переговоры об условиях участия в качестве оператора проекта освоения нефтегазоконденсатного месторождения Dastluk в Каспийском море. Давно и успешно в Туркменистане работает Татнефть, занимающаяся ремонтом и обслуживанием нефтяных скважин. Внедрение современных российских технологий позволило значительно повысить производительность нефтепромыслов, создать новые рабочие места. Интерес к реализации проектов в Туркменистане проявляют и другие крупные российские энергетические и индустриальные компании. На переговорах затрагивалась и такая важная тема, как дальнейшее развитие промышленной кооперации. Было констатировано, что успешно осуществляются целый ряд крупных совместных проектов. Среди них упомяну сооружение для Туркменистана Объединенной судостроительной корпорации многоцелевого сухогруза. Туркменской стороне уже передано 2 скоростных пассажирских теплохода. В планах строительства нескольких грузопассажирских паромов. Российский Трансмашхолдинг изготовил для железных дорог Туркменистана 2 тепловоза. В марте заключен контракт еще на 5 таких машин. Расширяются поставки на туркменистанский рынок продукции КАМАЗа. В прошлом году поставлено порядка 2000 грузовиков, открыт новый учебный центр компании в городе Туркменбаши. С обеих сторон была высказана готовность к реализации новых масштабных инициатив в строительной области. К слову, в Туркменистане с успехом работает российская компания «Возрождение». Господин президент положительно отозвался о ее работе, которая за последние 10 лет построила объекты дорожно-транспортной инфраструктуры на общую сумму более $1,5 миллиарда. А сейчас возводит систему селезащитных сооружений рядом с Ашхабадом. Работа завершается.
Вызывает удовлетворение, что Россия и Туркменистан по-партнерски сотрудничают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В прошлом году туркменской стороне было поставлено 330 тысяч комплектов вакцины «Спутник Ви». В январе нынешнего года 800 тысяч доз «Спутника Лайт», из которых 300 тысяч на безвозмездной основе. Условия с президентом Туркменистана и далее способствовать всестороннему развитию двухсторонних гуманитарных контактов между нашими гражданами, поощрять научные, образовательные, культурные и спортивные обмены. Мы признательны руководству Туркменистана за бережное отношение к русскому языку и русской культуре. В Ашхабаде уже 20 лет успешно функционирует совместная российско-туркменская средняя школа имени Пушкина, одно из ведущих учебных заведений в стране с обучением на русском языке, где преподавание осуществляется по российским государственным образовательным стандартам и учебникам. Господин президент высказал заинтересованность в расширении этой школы, за что я ему очень благодарен. Будем всячески этому содействовать. Кстати, Россия активно содействует Туркменистану в подготовке высококвалифицированных кадров различного профиля. Популярность среди туркменской молодежи российского образования стабильно высокая. Сейчас в нашей стране обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркменистана. Из них более 4,3 тысяч на бюджетной основе. И вот господин президент высказал идея очень хорошая, мы, конечно, ее поддержим, создать и совместный российско-туркменистанский университет. В ходе переговоров, разумеется, также затрагивались наиболее актуальные региональные и международные проблемы. По большинству из них позиции наших государств традиционно близки или совпадают. Хочу подчеркнуть, Россия с уважением относится к нейтральному статусу Туркменистана, к стремлению руководства страны содействовать устойчивому и стабильному развитию в Центральноазиатском регионе и мире в целом. Исходя из этого, будем и далее сотрудничать на многосторонних площадках. Благодарны туркменистанским партнерам за последовательную поддержку многих российских инициатив в Организации Объединенных Наций, в том числе направленных против попыток героизации нацизма и фальсификации истории. Приветствуем растущий интерес туркменских коллег к интеграционным процессам, развивающимся по линии Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. С участниками Евразэс и ШОС Туркменистан связывают тесные торгово-экономические отношения. Москва и Ашхабад плотно взаимодействуют в рамках сотрудничества независимых государств. Перспективно видится и сотрудничество в формате Центральноазиатская пятерка плюс Россия. И, конечно, мы с Сердаром Гурбангулиевичем довольно подробно говорили по тематике укрепления сотрудничества в регионе Каспийского моря. В России и Туркмении придается большое значение совместной работе с прикаспийскими государствами в сфере обеспечения безопасности, углубления экономического партнерства, сохранения природных ресурсов и поддержания экологического благополучия. Ведется активная подготовка к проведению в Ашхабаде очередного 6-го Каспийского саммита, а также в Москве 2-го Каспийского экономического форума. При обмене мнениями о ситуации в Афганистане с обеих сторон была отмечена важность обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, решение острых социально-экономических проблем, нейтрализации исходящих с афганской территории угроз. Прежде всего, это, конечно, связано с терроризмом. Готова продолжать совместную с Туркменистаном и другими партнерами работу, в том числе в рамках московского формата консультаций. Россия, Индия, Иран, США, КНР, Пакистан и 5 центральноазиатских республик по постконфликтному восстановлению Афганистана. Способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты. При этом, по нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя Соединенные Штаты Америки и их союзники, чье 20-летнее присутствие и привело эту страну к критической черте. Отмечу, что попросил нашего гостя передать самые теплые приветствия и пожелания здоровья и успехов Гурбангулы Меликулиевичу Бердымухамедову. За многие годы совместной работы у нас с ним сложились по-настоящему дружеские, товарищеские, партнерские отношения. На посту президента Туркменистана и теперь, возглавляя Верхнюю палату парламента страны, он всегда способствовал
и способствует сегодня развитию партнерского и обоюдовыгодного российско-туркменского сотрудничества. Но и в заключение хотел бы выразить уверенность, что результаты наших сегодняшних переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению отношений России и Туркменистана на благо обоих наших дружеских народов, братских народов. Спасибо вам большое за внимание. Уважаемые представители средств массовой информации, в ходе нашего нынешнего визита мы с уважаемым Владимиром Владимировичем обсудили ход и перспективы двустороннего сотрудничества. Говоря о наших двусторонних связях, хотел бы подчеркнуть, что они находятся на подъеме, развиваются динамично и последовательно. Благодаря совместным усилиям отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией развиваются по возрастающей линии. Их отличительными чертами являются равноправие, взаимное уважение, открытость и доверительность, обоюдное понимание важности дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между двумя народами и государствами. Наше государство располагает достаточным потенциалом для увеличения объемов взаимной торговли, инвестиций, осуществление совместных проектов в таких сферах, как промышленность, транспорт, энергетика, сельское хозяйство и ряд других направлений. За последнее время заметно активизировались наши связи в культурной, научной, гуманитарной и образовательной сферах. Оба государства оказывают этим процессам всестороннюю поддержку, создают необходимые условия для удовлетворения возрастающего взаимного интереса к истории, культуре, искусству обеих стран, поощряя широкие контакты в этих областях. В ходе борьбы с пандемией коронавируса Туркменистан и Российская Федерация показали блестящий пример солидарности. Мы признательны руководству Российской Федерации за оперативный отклик на наш запрос о поставках вакцины, лекарственных средств, медицинских материалов в поддержку граждан Туркменистана, оказавшихся на российской территории в этот сложный период. Был подписан пакет двусторонних документов по актуальным направлениям сотрудничества. Убежден, что нынешняя встреча даст серьезный импульс нашему стратегическому партнерству, создавая новые возможности для укрепления и развития политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Уважаемые представители средств массовой информации, Туркменистан и Российская Федерация продолжат тесное сотрудничество на Каспийском море, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Мы высоко ценим активное участие России в работе саммитов прикаспийских государств, ее вклад в достижение ключевых договоренностей. Мы договорились продолжить политико-дипломатический диалог, главной целью которого является содействие в обеспечении безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерениях. Убежден, что нынешний визит подтвердил прочность стратегического партнерства Туркменистана и Российской Федерации. Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для него время. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить уважаемого Владимира Владимировича за его неустанное внимание и огромный личный вклад в дело упрочения двусторонних связей. Благодарю за внимание.